конце бурного XVIII века международная ситуация продолжала оставаться тревожной. С потерей статуса мировой державы не могли смириться ни Швеция, ни Пруссия, ни Османская империя. В 1887 году началась очередная русско-турецкая война. Пользуясь занятостью русских войск боевыми действиями против Турции, Швеция без объявления войны напала на русскую крепость Нейшлот. Началась новая русско-шведская война. В 1789 году 4 башкирских и 1 мишарский полк, а также команда яицких казаков и калмыков были отправлены в Финляндию. Все они были переданы в корпус генерал-майора Михельсона, того самого, что прославился при подавлении Пугачевщины. Эта война, она имела, скажем так, интересную предысторию. Дело в том, что уже с началом XVIII века была длительная война, которая длилась 21 год, еще при Петре I, с 1700 по 21 год. В ходе этой войны Россия получила важные достижения, а именно, образно говоря, словами Петра I, прорубила окно в Европу. Однако такая позиция России, конечно же, вызывала недовольство противной стороны в лице Швеции, и поэтому в течение XVIII века небольшие стычки перерастали постепенно в длительный такой затяжной дипломатический конфликт, который завершился в конце XVIII века, а именно с 1788 по 90 год русско-шведской войной. 31 мая авангард корпуса Михельсона атаковал шведское укрепление близ финской деревни Киро, закрывавший дорогу на Христину. Ныне это город Лапиенранта в Финляндии. Подавив вражескую артиллерию, генерал бросил в атаку пехоту, башкир и егерей. Противник, несмотря на отчаянное сопротивление, был опрокинут и обращен в бегство. Христина была взята. Разбитые шведы скрылись в лесу близ озера Сайме. Однако, как пишет Михельсон, и по лесам поражали егери, а в воде башкирцы гонялись вплавь за неприятелем, который тут и испытал последнее поражение. Башкиры шли в авангарде наступающей армии. Что интересно, Михельсон использовал башкир очень интересным способом. Во-первых, башкиры использовались как кавалерия, это понятно. Но поскольку местность была лесистая и труднопроходимая, там озерный край, озера, сопки, леса, то часть башкир была спешена, участвовала на флангах наступающих войск в перестрелках. И в одном из сражений башкиры преследовали противника вначале в пешем строю, а затем, когда шведы стали отступать и бросились в озеро, известен отчет Михельсона о том, что башкиры бесстрашно бросились в воды этого озера и в воде поражали противника. В августе 1789 года на рейде близ города Роченсальм, ныне это финский город Катки, русский адмирал Карл Нассау-Зиген разгромил шведский флот и высадил десант для преследования спасшихся на берегу матросов и солдат противника. Однако там были шведские батареи. Нассау-Зиген попросил помощи у Михельсона, и тот выслал казаков и башкир для поражения противника с суши. Затем башкиры в течение зимней кампании находились на аванпостах, участвовали в перестрелках, и, собственно говоря, они внесли один из таких, наверное, решающих вкладов в победу русского оружия в Финляндии. Потому что, собственно говоря, русской армии-то там практически не было. Вся армия ведь воевала на юге против Турции. Там были небольшие части гвардии, несколько полков, кавалерии и пехоты. А в основном это были башкиры и казаки, и спешно сформированные части из ямщиков, и разные такие фантастические характера части, которые были небоеспособны. По окончании войны 2-й и 3-й башкирские полки были отправлены домой, а 1-й и 4-й были введены в состав Двинской армии, расположившейся на границе с Польшей. Почему я говорю о том, что башкиры внесли один из, наверное, решающих вкладов в победу над шведами? Дело в том, что после того, как в 1799 году шведский король предложил подписать мир, потому что шведская армия была разбита, Верельский мир так называемый, он специально попросил русское командование показать ему тех самых башкир, которые так досаждали его солдатам и которые имеют такие удивительные навыки лучного боя, которых он еще ничего не слышал.
И сохранилось описание русского офицера Оленина, который возглавлял башкир, был переводчиком во время подписания мирного договора, продемонстрировал приемы боевых действий, которых показал Кучербай Акчулпанов, и шведский король был изумлен тем, как он мог владеть луком. Сей смелый всадник, Акчурпай, бросил вверх яйцо и разбил его при падении, пустив в него стрелу, быструю как молния. Наконец, он вынул из своего тула старую стрелу и бросил ее на землю, потом, подняв ее рукой, не слезая с лошади, и все скакавший во всю прыть, он бросил ее вверх и на лету расколол, подобно яйцу, пустивший в него новую свежую стрелу. Из воспоминаний Оленина. Шведский король Густав III был поражен меткостью башкирского стрелка. Кучербай Акчулпанов был башкиром Юрматынской волости. Проживал в ауле Кучербай, нынешнего Стерлитамакского района. Он был первым башкиром, получившим дворянское достоинство. Его потомок, подполковник Шагихайдар Акчулпанов, станет командиром первой дивизии башкирской национальной армии в годы Гражданской войны. Пугачевщина, в которой приняло участие подавляющее большинство населения Башкирии, наглядно продемонстрировала, что управление краем нуждается в новой кардинальной реформе. Тогда возник проект по окончательному переводу башкир в казачье состояние. Автором идеи был оренбургский губернатор Игельстрём, который, будучи участником финского похода русской армии, видел башкирских воинов в деле. Целью реформы было предупредить башкирские восстания, окончательно умиротворить башкирский край и создать плацдарм для наступления на Среднюю Азию. Почти ни один год не проходит, чтобы не рождалась искра, стремящаяся воспламенить внутреннее спокойствие. Лишь бы только явился отважный предводитель, как башкиры готовы тотчас произвести бунт или мятеж. Оренбургский губернатор Игельстром. Наконец, 10 апреля 1798 года император Павел I по представлению Игельстрома подписал указ о введении кантонной системы управления Башкирией, которая просуществовала до 1866 года. Башкирский народ, а также мишари, переселенцы из Среднего Поволжья, были переведены в состав военнослужилого сословия. Таким образом, следовало обеспечить более, скажем так, эффективное использование этих двух этносов в обеспечении обороноспособности территории края, а также переложить часть военных расходов с госбюджета на плечи этого населения. И, соответственно, надо отметить, что вот эта тактика, она, конечно же, имела такой важный момент, как усиление контроля над населением края. С введением кантонной системы управления было создано 11 башкирских и 5 мишарских кантонов, 5 кантонов оренбургских и 2 кантона уральских казаков. Служащий башкирского войска Иван Чернов писал: «Мера эта служила к внутреннему разделению башкир и подчинению их благонадежным лицам». То есть кантонные начальники, юртовые начальники, то есть руководители более мелких структурных подразделений, они действительно все больше отрываются от народа. Почему? Потому что действительно они становятся подотчетны вышестоящему начальству. Если раньше, допустим, в 17 веке, в какой-то мере в 18 веке население в лице старшин, а также сотников, руководителей вот этих более мелких структурных подразделений, они были подотчетны Народному собранию Еину, то теперь в условиях военной системы управления слово руководителя становится законом для подчиненных. И решения руководителя, они, стало быть, не обсуждаются широкими массами населения. Войсковые чиновники, встроенные в жесткую вертикаль и не подотчетные ни перед кем, начинают обогащаться, пренебрегая национальными интересами своего народа, продавая общинные земли.
усиливается неофициальное переселение разных разрядов населения со второй половины 18 века на территорию Башкортостана. А в начале 19 века этот переселенческий поток из Центральной России, он еще больше усиливается и обеспечивается даже поддержкой центральных ведомств. И в этой ситуации важной темой становится распределение земельных ресурсов. А распределением земельных ресурсов занимались как раз вот эти военные руководители, кантонные начальники, юртовые начальники, которые нередко, не задумываясь об общественном благе, обеспечивали распродажу или сдачу в аренду башкирских общественных земель. Во второй половине XVIII века Башкирию, еще недавно являвшуюся терра инкогнито, посетил целый ряд путешественников и ученых, которые оставили много интересных наблюдений. Собственно, их оружие есть лук да стрелы, также копье, латы и головной щит. Многие же ходят в поход вместо этого только с саблями, ружьями или пистолетами, а у иных бывает и все вместе. Латы делаются наподобие сетки из железно-проволочных колец, и не только тяжелы, но и дороги. Лошади под ними бывают добрые, они ездят на них хорошо и смело, и стреляют из луков исправно, почему небольшое число башкирцев и одерживает всегда победу над гораздо большим количеством киргизцев. Иоганн Готлиб Георгий. Описание всех в российском государстве обитающих народов. 1799 год. В то время как царское правительство проводило политику разоружения башкир, казачество вооружалось и содержалось за счет казны. Их оружие постоянно модернизировалось. Вооружение башкир, напротив, устаревало и архаизировалось. Легковооруженный всадник, имеющий только лук да стрелы, стал живой натурой для акварели Орловского «Башкир». В противоположность ему картина французского художника конца XVIII века де ла Траверса «Соколиная охота» запечатлела группу башкир, вооруженных ружьями, один из которых держит сокола, а другой стреляет по уткам. Русско-шведская война 1788-1790 годов была последней военной кампанией XVIII века. Наступали иные времена. Некто Наполеон Бонапарт за взятие Тулона уже получил звание бригадного генерала. И вскоре провидение сделает его своим орудием для потрясения обветшавшего здания феодальной Европы. Плетет свои интриги туманный Альбион. Континентальную блокаду объявляет Наполеон. Кто сманит русского медведя, аглицкий леопард? Или полководец могучий Бонапарт? Лукавцам аглицким что науськали и в кусты? Чего боятся, ведь русские накрутит французам хвосты. А нет, побитые русские под Фридландом и отступают. Конница башкирская и казаки их бегство прикрывают. Тильзитского мира горечь лишь передышкой была. Наступил год 12-й, началась Отечественная война.